Здравствуйте, в эфире программа «Новости», в студии Саид Ахмадов. Самое зеленое заседание Госсовета. Экологически чистые технологии – это не только приоритет, это в конечном итоге приводит и к серьезному экономическому выигрышу. Путин назвал экологическую безопасность основой будущего страны. Ездить по дорогам Чечни становится безопаснее. Одна из главных задач республиканской комиссии – это координация деятельности органов исполнительной власти республики в области обеспечения безопасности дорожного движения. О статистике ДТП Юсуп Каимов. Клятва на верность Родине. Новобранцы из Чечни приступили к военной службе во Владикавказе. В Кремле под председательством Владимира Путина прошло заседание Госсовета по вопросу об экологическом развитии Российской Федерации в интересах будущих поколений, в котором принял участие и глава Чечни Рамзан Кадыров. Глава государства напомнил, что 2017 объявлен годом экологии. Это направление как приоритетное заложено в недавно утвержденную стратегию научно-технологического развития России. По его словам, работа предстоит долгосрочная на 20-30 лет. Но если не начинать масштабные мероприятия сейчас, то решение задач стратегического характера затянется надолго. Путин также подчеркнул, что гигантский ресурсный потенциал России имеет планетарное значение. Наша страна располагает колоссальными запасами пресной воды, лесных ресурсов, огромным биоразнообразием и выступает как экологический донор мира, обеспечивая ему почти 10% биосферной устойчивости. Обозначу самые острые экологические проблемы, которые требуют приоритетного решения. Ключевой вопрос – достижение кардинального снижения выбросов вредных веществ в атмосферу, их сбросов в водоемы и в почву. Прежде всего за счет технологического перевооружения промышленности, внедрения наилучших, так называемых, наилучших доступных технологий. Ряд крупных компаний уже реализуют свои программы по охране окружающей среды, но мы знаем, что далеко не все предприятия уделяют этим вопросам должное внимание. Конечно, как я уже сказал в самом начале, это требует вложения средств, но нужно понимать, что экологически чистые технологии – это не только приоритет, это в конечном итоге приводит и к серьезному экономическому выигрышу. Полагаю, что бизнес услышит меня. Требования о внедрении таких технологий не будут откладываться. Мы не можем на тормозах все спускать, но принято решение отложить некоторые мероприятия, еще об этом скажу. Но дальше уже переносить ничего не будем. Добавлю, что наилучшие доступные технологии – это мощный ресурс повышения эффективности и конкурентоспособности отечественных компаний, всей российской экономики. Обращаюсь также и к министерствам, к ведомствам, ответственным за выпуск нормативных актов по таким технологиям. Необходимо обеспечить их своевременную подготовку и учесть, что предприятиям нужно, конечно, разумное время для внедрения технологий, а значит, нужно своевременно готовить и нормативную базу. Но, повторю, затягивать вопрос бесконечно тоже невозможно. И сегодня же в Москве под председательством Дмитрия Медведева прошло заседание комиссии по социально-экономическому развитию СКФО, в работе которого в числе других глав регионов Северного Кавказа принял участие и глава Чечни Рамзан Кадыров. Обсудили вопросы развития топливно-энергетического комплекса. Как отметил председатель правительства, несмотря на негативные факторы, в этом направлении есть некоторое продвижение. По его словам, регионы справляются с задачами, но остаются еще некоторые сложности в этом вопросе. Долг продолжает расти, он вырос, если говорить о газе, за текущий год на 6,6 миллиарда рублей, это приблизительно 10%. С учетом долгов предыдущих лет общая задолженность по состоянию на 1 ноября текущего года более 70 миллиардов рублей. Это более половины долгов за потребленный газ в стране.
Сегодня исполнилось 14 лет со дня теракта у здания Дома правительства в Грозном. 27 декабря 2002 года члены бандформирований на 2 машинах совершили нападение. Погибли более 70 человек, свыше 600 были ранены. Среди них женщины, дети и пожилые люди. На месте трагедии стоит мемориал. Ежегодно в этот день сотрудники правительства и жители республики вспоминают жертв чудовищного преступления. ديقر شين تدوق لاتسا حلقة ولا نوختي قوما داخر دعيدل كيابتو وشختوا اقول يا يولين خانيل إز أتسهي ناشون مسالنا مخاقرة تنديل موستخ خودين شاش ظلم دير دوتسخوشا أتس إبليسي ديوزلو آرابيولا أتس ديناها تراكتير وقاها ساعات وان باشتاق واتسرش ساعات دودوشتاق واتسرش نيخ داخر نيخ ماشر نيخ أرواح تاديش بوناهور إنه بوي أبوي شو دال أتصدينا داخلانش مصوت وازوت قبول. Соболезнования родным и близким погибших в теракте выразил Рамзан Кадыров. Вот что он отметил. Сегодня одна из трагических дат в истории Второй Чеченской войны и народа. 27 декабря 2002 года по приказу Шамиля Басаева совершен чудовищный теракт. Перед домом правительства Чечни взорвали загруженный до отказа тротилом КАМАЗ и УАЗ. О мощности взрыва говорит тот факт, что обе машины разорвало на мельчайшие частицы. Теракт был направлен против работников правительства. Организаторы знали, что в здании нет военных и что в этот день проходят детские новогодние мероприятия. В нашей команде десятки должностных лиц, получивших тяжелые раны. Они вынуждены постоянно обращаться к врачам. До сих пор на Западе живут под опекой спецслужб в добром здравии соратники Шамиля Басаева. Непосредственные исполнители теракта задержаны и приговорены к пожизненным срокам. Но отвечать должны все, кто имел прямое или косвенное отношение к случившемуся, включая и те, кто торжествовал, выкладывая видео в интернет. Если кто-то думает, что мы по прошествии времени забыли их и тех, кто совершил другие масштабные теракты, они и их хозяева глубоко заблуждаются. Для таких преступлений нет срока давности. Спрос предъявят каждому. К другим темам. Спасатели отмечают сегодня свой профессиональный праздник. Сотрудников МЧС поздравил Рамзан Кадыров на своей странице Инстаграм. По словам главы республики, они каждый день рискуют собственными жизнями ради спасения чужих. И мы с гордостью говорим, что по оценке руководства МЧС России Главное управление по Чеченской Республике занимает лидирующие позиции. В этом большая заслуга всего личного состава и начальника Главного управления по Чеченской Республике дорогого брата Руслана Яхьяева, отметил Кадыров. В Грозном прошла пресс-конференция по итогам первого этапа формирования Национальной гвардии по Чеченской Республике. На вопросы журналистов отвечали начальник управления Федеральной службы войск Нацгвардии, а также члены высшего руководящего состава. На встрече стало известно, что весь личный состав МВД Чечни переведен в Росгвардию. Слово Хамзату Аюбову. Перед началом пресс-конференции начальник Росгвардии по Чеченской Республике обратился с приветственным словом к журналистам. Шарип Делимханов заявил о готовности открыто общаться со средствами массовой информации. Переход подразделения МВД в Росгвардию на сегодняшний день завершен. Весь личный состав переведен по собственному согласию. Какие подразделения вошли в структуру управления Росгвардии по Чеченской Республике? В структуру Росгвардии по Чеченской Республике вошли спецподразделения СОБР, ОМОН пленений, авиационный отряд специального назначения, а также управление неведомственной охраны и подразделение лицензионно-разрешительной работы. В состав Росгвардии по республике входят одни из лучших спецподразделений не только в России, но и в мире. Чеченский спецназ, к примеру, чемпион мира среди силовых подразделений на Кубок Короля Иордании 2015 года. Бойцы, опыт у которых перенимают и силовики из других стран. Другой вопрос: в чем предназначение Росгвардии? И какие, собственно, цели, задачи будет выполнять данная служба? Управление Росгвардии по Чеченской Республике – это государственная военная организация, будет выполнять участие в охране общественного порядка, обеспечении общественной безопасности, участие в борьбе с терроризмом и экстремизмом, участие в территориальной обороне Российской Федерации, контроль области оборота оружия, а также обеспечение безопасности объектов топливо-энергетических комплексов. Ну а в первую очередь, отмечает Шарип Делимханов, гвардия предназначена для обеспечения государственной и общественной безопасности, защиты прав и свобод граждан России. Как организовано взаимодействие управления Росгвардии по Чеченской Республике и территориальных органов внутренних дел при выполнении возложенных на них задач? МВД по Чеченской Республике и его территориальными органами и подразделениями войск Росгвардии по Чеченской Республике
налажено очень тесное взаимодействие. Это взаимодействие нашей республики заметно во время обеспечения правопорядка при проведении массовых культурных, спортивных и мероприятий. Социальные гарантии, льготы сотрудников полиции и военнослужащих войск Нацгвардии будут сохранены, отметил заместитель начальника управления Росгвардии по Чечне Хамзат Ибрагимов. Один из последних вопросов на пресс-конференции на тему, какие именно госуслуги управление предоставляет населению. Одним из подразделений, переведенных из МВД Росгвардии, является лицензионно-разрешительная служба. Данное подразделение занимается предоставлением услуг в сфере лицензионно-разрешительной работы, в сфере оборота оружия и в частной охранной деятельности. Порядок предоставления этих услуг в принципе не изменился. Любой желающий предоставляет необходимые документы, и в случае, если нет оснований для отказа, ему предоставляется данная услуга. Те же самые услуги Росгвардия предоставляет через интернет-портал госуслуги. Росгвардия по Чеченской Республике в пятерке лучших среди всех региональных управлений по укомплектованности. Об этом можно судить даже потому, что только у чеченского управления есть свое отдельное здание. Хамзат Аюбов, Магомед Мударов, Зелим Закаев. Новости. В Грозном состоялось заседание Республиканской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на территории Чеченской Республики. В совещании приняли участие представители министерств и ведомств, а также Республиканского центра медицины катастроф. Собравшиеся отметили постепенное снижение ДТП. Тем не менее, сотрудники ГИБДД намерены только усиливать работу на дороге. 123 снижение на 40 человек, 43 человека с прошлым годом, снижение динамик, с другой стороны, Иса Духаев напомнил о трагедии, которая произошла 17 ноября на въезде в Грозный. Тогда по вине нетрезвого водителя погибли 7 человек. В этом году произошло 373 аварии, в результате которых ранено 579 человек. Здесь также напомнили, что часто виновниками ДТП становятся безответственные пешеходы. В свою очередь участники выступили с докладами о том, как повысить эффективность работы на дорогах республики. На дорогах республики наметилась тенденция снижения аварийности. Это в первую очередь снижение числа погибших в ДТП на 25%. Сегодня также на очередном заседании комиссии принят ряд важных решений, направленных на профилактику и снижение тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий. Также утвержден план работы Республиканской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на территории Чеченской Республики на 2017 год. Новобранцы из Чечни официально приступили к военной службе во Владикавказе. Напомню, в 19-й мотострелковой бригаде будут служить 26 наших земляков. Оказать моральную поддержку и пожелать несения достойной службы приехали и родственники военнослужащих. Мой коллега Юсуп Каимов продолжит тему. Я Муцурай Расул Идрисов, торжественно присягаю на верность своей родине Российской Федерации, клянусь свято соблюдать ее Конституцию и законы. Присяга на верность Отечеству. Отправная точка службы у каждого военного России. С этого момента для этих 26 солдат из Чеченской Республики 19-й отдельной мотострелковой бригады начинается путь становления профессиональными защитниками Родины. دام تقيديش ديوجي تقيجرجرناخ ونوخ قام ويبش عيار سقطاش دام ولا تشقدر دوسوتي حباك كان انت وما لدرك انت بس Минувшей осенью в ряды войсковых отрядов России призвано 500 юношей из Чеченской Республики. Они будут служить в основном Адыгее, Северной Осетии и Краснодарском крае. Сегодня поддержать своих приехали и родственники. هر واقعیت هر علمی واقعیش تماسو دقیقیش تو علمی خالر ویدیوزو علمی بیگر. Здесь созданы все условия для удобного проживания. Это комфортабельные спальные места, спортивный городок причастия, современная бытовая техника и даже живой уголок. Кроме того, климат во Владикавказе аналогичен с нашим, поэтому ребята могут чувствовать себя как дома. Здесь также служат и земляки-контрактники.
انت ارجع انت بوخذ شيطان برسك دي ات شاش جيت من ديزر سؤال حال بيحكن هالشارع داخن دو اوه تاش ما جيت وين نوتشي شو دا جويت وين نوتشي مو قام دو خويج هذا الشيء قاعد انا عنده خوش سقط هذا الشيء ليل من ديزر شاق بولشانه هذا جدي كده قدامه. Проблемы с недобором призывников у Чечни никогда не было. Патриотизм, желание служить отчизне и отличная физподготовка особенно выделяет наших солдат. Это уже успели отметить командиры. Через год они решат, продолжать службу по контракту или выбрать другую профессию. Юсуп Каимов, Алхазур Муцураев, Шамиль Саламов. Новости. Сегодня в Российском исламском университете прошла республиканская научно-практическая конференция «Суфийское учение Кунта Хаджи Кишиева и его значение для духовной культуры народов Северного Кавказа». Богословы республики рассказывали студентам о жизни и духовного пути великого устаза. Здесь же верующие совершили и обряд зикра. Подробнее расскажет Алхазур Керимов. Студенты Российского исламского университета, известные чеченские богословы и почетные гости. Все они собрались сегодня, чтобы вспомнить великого шейха устаза Кунта Хаджи Кишиева, да будет возвышена его святость. Перечисляя его заслуги, в первую очередь нужно отметить, что по его призыву в ислам обратился целый народ – ингуши. В самые тяжелые для религии и народа время ему удалось сохранить и передать истинные ценности ислама. وإن خزنا جميع سؤالش دون حج سؤالر زي بول سؤالر حج سؤالر ورلش بير شين كي قختن خلش شو كي جوش يتصندش دوشن صح شو الله ويا شوش عملهم بير شوي بيت الجيرتات ولا ضيعة دولار داسر ويوش ديزر وديق الدي دويا عمل سان ديع سوال لتيش الخيتر له ها شو تحت يال شو ويلي يزع بايم ربو عليه الصلاة والسلام شو وش يستشو حقنش После ссылки шейха часть его семьи и родственники были вынуждены эмигрировать в Турцию. Царская администрация продолжала гонение и не хотела мириться с тем фактом, что в Чечне все еще остается наследие Кунта Хаджи, да будет возвышена его святость. لينا تاري عقيدة علم ديلا اختيشر علم بحندولشا شين اهيتشول خلونشا وتارا غلق قصدنقل امل خيتا تخيتا تيرا ибаняха дел диндяха цен чакболар нистела. Мюрид должен носить четки, а не оружие. Это высказывание стало одним из принципов его миролюбивого учения. В период Кавказской войны Кунта Хаджи призывал к миру и осуждал любую форму насилия. هنسا ما شا قابل وين الشا قواتي وشيوع سؤال جغال عن زمان شا قابل وين شير كرا خرجي خسؤال جغال أتصندر تاعنا بوكودو حج ستي سينيال شول دين باراتو عن ديغستان شو حقوتنا إذا وهي باتشا رمزان حج دال وسخلوش دالا ديكنز بيقام بولسنا تسندا أحمد حاجة دال غزوة قابل دولسنا سار حق دوشتل قدويس سير كرولهن استنتاع الشيء ويقلق حال حيث شانا كردوين سير ويلا وشولدا إلياس حج مخكه هو قشين سونز مخكه هوال شاجيم سقول شاش يكجد يزولش بول شاح شاديغستان شاويتوش بول شاش أستاذ مخكه هو قشل شيء أرجوات شاء الله سونز مخكه هوال شاء أصنع بحثي شو عقلها قلهن حاجسي موسرسي شيشنا سيلا دوشتول كيوغش سان كشو لاحتي شو دعويلين أوت إلياس كانت عبد القادر إلسان يرتعت درس أول شو شرع درس دعوي وشا علم سكلا أوت إلياس ديوشي كانت إسكر خان حاجة حاجة كامل مريد خلا تسنكر خلا نوغي بوش دول قامة إسلام دين شو دينا أستايبنا شيئة كرامش دولش أولا خلا إيش دين دولش متيج يولدير حاجة سجرجلو دولش متيج يولدير تسير دايشي حاجة ديوزولشي معماري مولغاري خزرغاري أوش تعال لوزش ليلديرة دالة ديكوش والش دالة أتسيرخ بعن هوتنا يرديغستي باراتا ياخنا يرنوخشي شوية باراتا ياخنا خذ ديننا قد دعجنا خذ علما متك شوية يركنا دعويوش علما دو عاموش قرآن دو В завершении конференции богословы собираются, чтобы исполнить один из заветов великого устаза – религиозный обряд зикр.
إذا أوقش دول ديله خلنا يشيوت عندك دول شاطع دول ديله زاب أستاذ داخل أستاذ نقة أستاذ دون حل شنو أميل يدوز دوش دون يدوز يتر أتون وش بدي سري وش دي تدري كرت عشوائي دبع بابر. В высказываниях устаза важное место занимали идеи братства всех мусульман и недопустимость вражды между ними. Нравственные принципы его учения всегда находили отклик в народе. Так было в первой половине 19 века, так же и сегодня. Алгазур Керимов, Халажи Мунаев, Юсуп Усманов. Новости. Время чудес и сюрпризы для самых маленьких не заставляют себя ждать. Региональный фонд начал новогоднюю благотворительную акцию. В канун праздника дети из малоимущих семей смогли вдоволь повеселиться. Ребята побывали в одном из развлекательных центров Грозного. Радость детей разделил и наш корреспондент. Нет, это не школьный поход. Этих ребят собрали в главном развлекательном центре столицы, чтобы показать. Новый год исполняет мечты каждого. Этот зал – город развлечений для самых маленьких. Здесь каждый ребенок нашел занятия по вкусу. Время терять никто не стал. Сегодня мы проводим новогоднюю акцию для детей из малоимущих и остро нуждающихся семей. Такие акции мы проводим ежегодно по поручению Айманисина Рамзана Ахматовича. Руководством фонда уделяется особое внимание детям и делается все возможное, чтобы на их лицах всегда сияла улыбка. Более 150 детей из малоимущих семей. Для большинства из них это первое посещение центра развлечений. Для такого отдыха не было возможности, признаются родители. Марям Бамадгириева сегодня пришла с 5 внуками. Женщина благодарна за организацию такого праздника для детей. Самый главный берег самодалар Матей. В этом зале созданы все условия для ребят от мала до велика, от батутов до детских кафе. А вот эта розовая комната сразу нашла своих посетителей. На этой кухне уже вовсю хозяйничают девчата. Пока девочки заняты работой по дому, одни гладят, другие готовят, ребята состязаются в навыках военного мастерства. Поздравить детей с наступающим праздником прибыли и главные новогодние персонажи. Всем собравшимся раздали подарки от регионального общественного фонда имени первого президента Чечни. Дети радуются, им приятно это. И нам большим тоже приятно, что за наших детей переживают так. Мы благодарны всем организаторам за это мероприятие. Такие благотворительные акции стали уже доброй традицией. Ежегодно их организатором выступает региональный общественный фонд. Он дарит самым маленьким незабываемые впечатления и веру в новогодние чудеса. Луиза Хатуева, Шамиль Саламов. Новости. В Грозном отметили юбилей чеченского писателя-публициста Халима Бурчаева. Ему исполнилось 60 лет. На праздник юбиляра, который владеет особенным стилем родного языка, пришли родные, коллеги и почитатели его творчества. Продолжит Луиза Баснукаева. В семье математиков Халим был 9-м ребенком. Будучи первоклассником, неожиданно для всей семьи, мальчик понял, что хочет быть писателем. Сейчас он заслуженный публицист, поэт и автор многочисленных книг. Свою трудовую деятельность он начинает преподавателем родного языка и литературы сразу после окончания вуза в 1980 году. Юбилей писателя сегодня отмечают все самые близкие. Халим Бурчаев признается, не ожидал увидеть столько почитателей его творчества. Я был в первом классе, нечаянно, когда вот меня утром корову гонял за село, возвращался, вижу, там библиотека написана. Вот я заглянул в библиотеку, чтобы она меня позвала, посоветовала почитать, говорю, тонкую книгу она дала, оказывается, это сказки. Вот я забрал эту книгу домой, вот, и стал читать там младшим, там сказки, волшебные такие сказки. И с тех пор я заразился этой болезнью. Где-то уже определился, по-моему, в 8-9 классе, что я стану преподавателем чеченского языка.
Мне это очень нравилось, вот, учительская работа. Наиболее известные исследования Бурчаева – это «Воры взаимного счастья», «Живущий, отдавая тепло». Он блестяще переводит на чеченский язык рассказы Чехова. Особенно следует выделить рассказ «Лошадиная фамилия». Писатель часто публикуется на страницах газет «Даймох», «Войнах», «Нана». В 2004 году Халим Бурчаев становится членом Союза писателей России. И сегодня не обошлось без признания его вклада в культуру. Писателю вручили почетную грамоту и медаль за заслуги в сохранении чеченского языка и культуры. Литературовед, критик, он работает много, плодотворно и профессионально, будь то стихи, рассказы или переводы. Каждая его статья, рецензия, исследование – это глубокие и серьезные анализы работ того или иного писателя. Почитатели его творчества и друзья отмечают, у Бурчаева особый стиль владения родным языком. علامة كأركي ليترتورني يش ليترتورني علما بختها خزنية خسن خارج قويش هو إن مخ بيلقى باقدون شيء يقيدون قدر ليترتور كريتيك عيازي ستياشيا حليم أقر حلقة أدمش سواس خوشقين خيتني دوقت إن شي قرغنا وصل يوشن شي يشياس بوشقانين شسيوخش يشتغنا وصل كيش استقو تحت أدي هندوق إذا تحت من دوج ألرها Каждый, кто пришел поздравить юбиляра, уверен, пока есть такие творческие люди, как Халим Бурчаев, болеющие за свою культуру, подрастающему поколению будет на кого равняться. Надеемся, что у нас появится еще плеяда молодых таких же талантливых писателей и поэтов, которые любят и ценят наш родной язык. Язык – один из важных элементов патриотического воспитания, считает Халим Бурчаев. Но патриотизм не может рождаться на пустом месте. Ему нужны условия. Главой республики уже сделан значимый шаг – утвержден День чеченского языка. Наш герой уверен, его творчество – лишь малая доля большой и важной миссии по сохранению родной речи. Луиза Баснукаева, Асух Арцухаев, Дани Хавхаров. Новости. Итоги проходящего и планы на будущий год. Чеченские кикбоксеры провели встречу с президентом Федерации Мухаммадом Ахмадовым. За короткий срок с момента создания клуба кикбоксинга «Ахмад» команда уже показала свои амбиции на российском и международном уровнях. Клуб даже открыл свой филиал на побережье Средиземного моря в Испании, где чеченские спортсмены также будут проводить ежегодные сборы. Это были все новости к этому часу. Всего доброго, до свидания.